Assalamu alaikum ekranlı qarindoshlar. Sizlarning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanalidagi xabarlar programmasini havola qilamiz. Huzurunuzga Qozog'iston Uyg'urlari munosabatli yangiliklarni sunmoqchimiz. Sizlar bilan xabar bo'limi yurgizuvchilari Shahniza Aziziy va Shahzod Osim. Samimiy xabarlar bizning kanalımizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале Казахстана Уйгурлары. Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущие блока новостей Шахзад Асым и Шахниза Азизи. Здесь делают честные новости. Дорогие зрители, пользуясь моментом, хотели сообщить радостную новость. Канал Казахстана Уйгурлары с 31 марта текущего года перешел на статус официального информационного агентства. В связи с этим хотели бы поздравить всех наших верных зрителей, и тебя, Шахзад, в том числе. Nəhayət köp rəhmət Şahniza. Mən bizning nəhayət yaxşı görürmənlərimizni təbriklayman. Çünki 3 yıl mobaynida biz bilan birga bo'lib, yaxshi axborot bo'lsin, nachar axborot bo'lsin, biz bilan birga bo'lib ko'rib kelganlarga nəhayət köp rəhmət, oliy ehtirom bildiramiz. 1 апреля в городе Алматы на площадке Республиканского дома дружбы прошел форум по развитию образования. Мероприятие организовано Советом по развитию образования Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, в котором приняли участие специалисты в области развития образования, члены Совета ученых, аналитики, учителя школ города Алматы, Талгарского, Ембиш-Казахского, Уйгурского, Панфиловского районов Алматинской и Жетысуйской областей. Форум открыл председатель Долкунтай Абдулхалил, модерировал собрание почетный представитель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Шаймардан Нурумов. В форуме затронулись вопросы развития государственного языка, подготовки детей к предстоящему ЕНТ и проходящим образовательным олимпиадам всех уровней, квалификации педагогов, вопросы обеспечения недостающих учебных материалов, современного оснащения для занятий, проведения тренингов по развитию креативности школьников. С предложениями выступил главный редактор общественно-политической газеты «Уйгур Авази», член АНК Ильшат Асматов, председатель Совета ученых при Республиканском этнокультурном центре уйгуров Казахстана, зав. Лаборатории биотехнологий, качества и пищевой безопасности, профессор-академик Масимджан Вильямов, доцент кафедры восточной филологии и перевода Института филологии и полиязычного образования КазНПУ имени Абая Руслан Арзиев, директор средней школы имени Исмаила Таирова Ильяр Нурхалыков, директор средней школы номер 150 имени Мурата Хамраева Мухиддин Имашев, председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана, член АНК Рустам Кайрыев. С отчетами о проделанной работе выступили председатель Совета по развитию образования Шерептян Иляров, который после нескольких лет плодотворной работы передал пост руководителя Совета по развитию образования выступившему с подробным аналитическим отчетом Шамшидину Аюпову, за кандидатуру которого присутствующие проголосовали единогласно. Заместителем председателя Совета по развитию образования была назначена Сайдагуль Аблесенова. Мероприятие закончилось торжественным вручением высшей общественной награды Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана медалью Сахавят, которую получили учителя средних школ с уйгурским языком обучения. Uyg'urlarning jamiyatlik birlashmasi jamiyati tashkiloti raisining o'rinbosari Shavkat Nazarov o'zining to'rbatlarida Olmut shaharlik Uyg'ur etnomadaniyat markazi Avezov nahiyalik sho'basining kengaytirilgan majlisi bo'lib o'tganligini xabarladi. Yig'in ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismiga Olmut shaharlik maslahat deputati, Olmut shahri hokimiyatidagi jamiyatlik razbandlik kengashining raisi Altnay Ko'beyeva, nahiya hokimining o'rinbosari Qanat Sag'indiqov va nahiyalik arxitektura va qurilish departamentining javobgar xodimlari qatnashdi. Ular nahiya turg'unlarining ariza shikoyatlarini anglab, ularning hal qilishni tegishli mahkamalarga topshirganini bildirishdi. Yig'inning ikkinchi qismida Avezov nahiyalik Uyg'ur etnomadaniyat markazining raisi Ali Ahmedov qisqacha hisobot berdi va ustimizdagi yilga belgilangan planlar bilan o'rtoqlashdi. Andin markazning 33 odamdan iborat yangi boshqarma a'zolari saylandi. Shundaqla raisning o'rinbosarlari bo'lib, tashkiliy va yoshlar ishlari bo'yicha Nurlan Ayindinov, iqtisod va xayr-xohlik ishlari bo'yicha Mutallib Muqbulovlar saylandi. Oqsoqollar kengashining raisligiga peshqadam maripatchi Zerib Mulutov saylandi. Markaz rahbarligi asosan yoshlarning kelishi alayda diqqatga sazovor. Andin so'z olgan Qozog'iston Uyg'urlari Jumhuriyati birlashmasining raisi professor Akimjon Arupov, Olmut shaharlik Uyg'ur etnomadaniyat markazining raisi Osmonjon Obolov, Aziya bugun gazetining bosh muharriri Telman Nuraxunov, 153-maktab gimnaziyaning mudiri Shavkat Umarov va boshqalar markazning yangi rahbarligiga kuch-quvvat va aq yo'l tildi. В селе Байзит Ембиш-Казахского района прошел конкурс детских рисунков, посвященный 120-летию известного художника Абакри Шамси, организованный заслуженным художником Республики Казахстан Ахметом Ахатом. В мероприятии приняли участие более 50 участников школ, показав свои работы по акварели, живописи и декоративно-прикладному искусству. Конкурс детских рисунков посетила делегация Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана. Мероприятие прошло под эгидой Ассамблеи народа Казахстана.
Авакри Шамси был уйгурским художником. В 1928 году он поступил в Московскую консерваторию, а на следующий год был послан в Ленинград в Академию художеств. Первую выставку Шамси провел в 1937 году в связи с конференцией деятелей уйгурской культуры. В 1974 году на персональной выставке Шамси было выставлено свыше 30 картин. Он был признанным мастером портрета. Известны его работы Садыр Палван, Анаят Курбанов, Амангильды Иманов, Джамбул. В своем творчестве он стремился отразить внутренний мир, духовность своих героев. Şikima 22 yılının ədəbi yakını boyunca 21 qələm sahibiga ədəbiyyatının poeziya, proza, ədəbi tənqid, ballar ədəbiyyatı, satira, hüccətlik proza, bədii tərcümə yönəlişləri boyunca xalqara Alaş ədəbi mükafatı tapşırıldı deb xəbərləydi Cumhuriyetlik Uyğur Avazı gazeti. Ularning arasida Uyğur ədəbiyyatının körnəklik vəkili Şair Abdug'ofur Qutluqovmu bor. Shuni qo'shimcha ta'kidlaymizki, plenin davomida bir turkum qalamdoshlari qatorida Uyg'ur shoirlaridan Nurahmat Ahmatov bilan Ahmadjon Israpilov Qozog'iston Yozuvchilar ittifoqining a'zoligiga qabul qilindi. Qozog'iston Uyg'urlar redaksiya xodimlari nomidan peshqadam qalam sohiblariga muborak bo'lsin demoqchimiz. Yaqında Almut shahridagi Qadam tili studiyasida Uyg'ur tilida tushirilgan Yurak xatolaşmaydi nomli serialning tunishtirish marosimi bo'lib o'tdi. Uningga filmni ishlovchilar bilan bir to'p tomoshabinlar qatnashdi. Tomoshabinlar dastlab serialning bir serialdan iborat treylerini tomosha qildi. Bugun bizning serialimizni tomosha qilish oldiga o'tirgan tomoshabinlarimizga muhim kun. Chunki biz bugun Yurak xatolaşmaydi nomli Uyg'ur serialining prezentatsiyasini o'tkazish oldida turibmiz. Bu serialimiz yomonlardan chiqib, shuninglardan o'rin olishga ishonchimiz bor. Andın riyasətçi film işləyicilərini, cümlədən baş prodüserlər Nazım Mullaudov bilan Adiljon Sadiqovni, filmning baş rejissoru və ssenariy müəllifləri Bovdun Amutov həm Ayşə Xalmusayevani və shundaqla aktyorlar bilan operatorlarni ko'pchilikka tanishtirdi. Mencho muhabbat uchun hech qachon, hech bir vaqtda bishimni yo'qotmayman. Mana hozir sen mening bo'lsan. Bu eshikni ko'rib turdi. O'zim politsiya tutib bermasin. Ustundayım. O qiz puli boy yigitlarning hammasi bilan yurib chiqdi. Председатель Совета Нураны Анла при Республиканском этнокультурном центре уйгуров Казахстана Гульджахан Муратова провела акцию в честь священного месяца Рамадан, в рамках которой 650 малоимущим семьям были предоставлены 30-килограммовые наборы с продуктами питания. Продукты питания получили 300 семей в Панфиловском районе области Жетсу, 150 семей в Уйгурском районе Алматинской области, 50 семей в Талгарском районе Алматинской области, 50 семей в микрорайоне Кайрат Туксибского района города Алматы, 40 семей в других районах города Алматы, 60 семей, имеющих лица с инвалидностью. Құрметті қауым, бүгін біздің айтқан бір ауыз сөзімізге бәріңдердің жетіп келгендерге көптен көп рахмет. Сіздер продукт алам деп келсе, мен сіздерді көруге асығам. Сол үшін бәріңдер аман болыңдар. Заманымыз тез болсын, аспанымыз ашық болсын. Әрқашан осылай шақырған жерге бәріңдер бірге жиналып келіңдер. Ассалаумағалейкум, құрметті жерлестер. Құрметті Жақынер Мұратқызы, өзіңізге үлкен рахмет. Бүгін міне қасиетті Рамазан айында үлкен бір игі іс атқарайын деп отырмыз. Осы Жаркент қаласына арнайы апамыз бас бұрып келіп отыр. Өзіміздің аудан, өзіміздің азаматтар деп жақсы күнде үлкен бір игі істің бастауын алайын деп отырмыз. Сол себепті Жаркент халқының атынан, осы Жаркент елінің атынан сізге ризашылығымды білдіремін. Алла разы болсын. Енді өздеріңіз көріп отқандай, қандай үлкен ауқымды іс, қаншама продукта, қаншама қаражат, бәрі осы игі істердің себепкер болып отқан апамыз елді ұйымдастырып, сондай үлкен бір шара өткізейін деп жатырмыз. Апамызды қараңыздар, 77 жаста қаншама игі істерді атқарып жатыр.
Жана мен айтып жатқаным асар үме деген, ол қазір Қазақстан бойынша алдыңғы қатардағы үлкен қайырымдылық қорлардың бірі. Асар үменің қалаушысы, негізгі қалаушысы осы апамыз. Сол себептен бағана барлықтарыңызды айтып отырғаным, осындай игі істерге барлықтарымыз атсалысайық, құрметті ағайын. Міне апамыз бізге үлгі болу керек. Қала жалғыз сіздікі емес, бәріміздікі. Сондықтан бәріміз атсалысып сізге көмектесуге біз дайынбыз. 6 апреля Уйгурское этнокультурное объединение имени Махмуда Кашгари по Жамбыльской области провели благотворительную акцию «Ораза Кабыл болсын» в честь священного месяца Рамадан. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Мұш күнлерде Құдыс Хожемьяров Намытки Республикалық мемлекеттік академиялық Уйғур музыкалық комедия театрының ұйыштырышы білән белгілі қазақ шайыры Шөмішбай Нағашыбайұлы Сариевның Уйғур тылға тәржім қылынған «Дүнияны ашық көзді қаратсам» намлық жыр кітабы тоныштырылды. Көрнәклік шайыр Иминжан Тоқтияров тәріпідің Уйғур тылға тәржім қылынған «Дүнияны ашық көзді қаратсам» намлық кітабының лентісіне қиышқа Шөмішбай Сариевның рәпиқысы Жұмагүл Сариева, яғни Құдыс Хожемьяров Намытки Республикалық мемлекеттік академиялық Уйғур музыкалық комедия театрының басшысы композитор Дылмұрат Бахаров тәкліп қылынды. Dağlıq Şipək yolunun boyuğa joylashgan Uyg'ur nahiyasi Tashti Qarasu yezisiga qadam tashrif qilar bo'lsangiz, bu yezining ajoyib emgakchan, mehribon va bir-biridan ajramas do'stlar bilan dağlıq bo'lgan xalq bilan uchrashsiz. Shu yezining o'lik tiniqi bilan o'z muxbirimiz Yasmina Ramil tanishtirdi. Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Biz bu dukallarını 81 yıldan tatip işlevatımız. Agal hükümetin dukalları bolattı, biz özümüz setip, elip, çasını boldu. Ben de çasını dukan boldu. Yani bunun məqsədlərimiz, yani şu dukallarını xalq üçün, Kazakistan'a bir əmgegim sınsun deyip açtık, işlevatımız. Bunun xalqı tavaramız başqısı kim aldı? Jurtumğa müslənin bağlanlarda rəhmət etkim keldi. Jurtum kökləversin, aman bolsun. Osla dükkan şu köbeysi beri bana tarzında. Dünya xəbərlərdən uçur. Turpanda qarizlarni qo'g'dab uchur tarqatgan va ariz sungan aholilarning tutqun qilinganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan hafta yor yezlik hukumat buzilgan qariz haqida shikoyat qilgan aholilarning hammasini yig'ib, yig'in ochgan va ularning arzining yuqoridan kelgan bir ta'limot bilan xarakteri o'zgarganligini uqtirgan. Ondan aholilardan 4 nafarni soqchixonaga elib ketgan. Soqchixonaga aktilganlar ta hozirgacha qo'yib berilmagan. TikTok'dagi mazkur uchurda deyilishicha, yor yezdagi bir turkum qarizlar yezdagi 20 necha oyning igdorchiligida rasmiy to'xtam orqali o'tkazib berilgan. Ammo aholilarning inkos qilish Xitoy shirkatlari qarizlarga buzg'unchilik qilishni izchil dalmishtirgan. Natijada aholilar bu qarizlarni qo'g'dash uchun ko'plagan iqtisodiy chiqim va ba'zida jon badal to'lagan. Inkosda bayon qilinishicha, tutqun qilingan aholilardan birining inisi dal shu tindirib etilgan qarizlarni tozalash davomida qazo qilgan. Ma'lum bo'lishicha, aholilardan Ablahat Yasin tutqun qilingandan keyin bu arzni farzandlari davom qilganligini va qarizlarni qo'g'dashdan voz kechmaydiganligini bildirgan. Всемирный уйгурский конгресс опубликовал доклад в связи с 33-й годовщиной Боринского восстания и многих уйгурских жертв, погибших в результате жестоких репрессий китайского правительства.
Подсчитано, что во время и после событий в Актинском уезде с 5 по 10 апреля 1990 года от полицейского произвола и жестоких репрессий погибло более 3000 уйгуров. Мир не должен забывать уроки Боринского восстания, сказал президент Всемирного уйгурского конгресса Долкун Айса. 33 года назад китайское правительство уже продемонстрировало свои намерения в Восточном Туркестане, которые теперь осуществились благодаря продолжающемуся геноциду. Международное сообщество должно действовать, пока не стало слишком поздно, сказал он в своем интервью. В первый день Боринского восстания, 5 апреля 1990 года, около 200 мужчин уйгуров собрались и направились к местному правительству в уезде Акто, где они потребовали большего представительства и выступили против значительно растущего числа ханьско-китайских мигрантов в Восточный Туркестан. Они также высказались против более широких репрессий против уйгурского народа в Восточном Туркестане в политической, религиозной и культурной сферах. Сообщается, что 6 апреля китайские власти направили более 18 тысяч китайских военнослужащих для подавления протестов, хотя население Борина в то время составляло всего 19 тысяч человек. В последующие дни демонстрация была жестоко подавлена, в результате чего погибло от 2 до 3 тысяч уйгуров. Восстание в Борине было одним из первых проявлений растущего недовольства уйгурского общества в 1990-х годах, усилением репрессий со стороны китайских властей. Точно так же жестокое подавление протестов китайским правительством означало более широкую эскалацию насилия против уйгурского народа. Последующие демонстрации 1990-х годов также были жестоко разогнаны китайскими властями, что привело к гибели еще 1000 уйгуров. В последующие десятилетия эти вспышки насилия со стороны китайского правительства оказались катализатором усиления репрессивной политики, что привело к преступлениям против человечности и геноциду, свидетелями которых мы являемся сегодня. Жестокое подавление восстания в Борине показало, что китайское правительство ни при каких обстоятельствах не терпит никаких несогласных и мирных демонстраций. С тех пор Пекин усилит подавление протестных движений и право на свободу слова и самовыражения. В апреле 1990 года международное сообщество никак не отреагировало на события в Актинском уезде и не предприняло никаких мер по привлечению к ответственности. Теперь, когда преследование переросло в преступление против человечности и геноцид против уйгурского народа, международное сообщество не может снова совершить те же ошибки. Значимые действия по прекращению этих злодеяний сейчас необходимы как никогда, и это будет единственный правильный способ почтить память жертв восстания в Борине и последующего насилия со стороны китайского правительства, говорится в докладе Всемирного уйгурского конгресса. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал «Казахстан Уйгурлы» с программой «Новости». И да, здесь делают честные новости. Bizning programmamiz o'shin bilan tamam. Efirda bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari kanali xabarlar programmasi. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda.